Добрый вечер, Викис. Добрый вечер всем, кто смотрит Первый Балтийский канал в эти минуты. Это программа «Спорная территория». Напротив меня Юрий Слепникс. Man savukārt pretī Andrejs Mamīkins. Šis ir raidījums Strīdīgā teritorija. Runāsim atkal katrs savā valodā, mēģināsim kaut ko saprast. И больше века длится жизнь, и бывшие министры могут быть трудоустроены, и буклеты издаются в нашем городе, и интеграция цветет пышным цветом. Меня на уходящей неделе вот от души порадовало, что вот сломались, не выдержали. Говорил Домбровский, что не будет больше никаких советов. И советы все-таки восстановили. И как восстановили, так, естественно, всех нужных старых людей начали трудоустраивать. Особенно радуют те из тех, кто нашел работу, кого народ выгнал, в общем, на улицу из политики. Они нет все равно. Te ir vairāk aspekti ļoti interesanti. Pirmais tiešām, ko tu saki, ir diezgan izdevīgi būt caurkritušam vienotības politiķim. Jo faktiski visi caurkritušie, kurus tātad vēlētāji, kuriem ir teikuši, nē, mēs negribam, lai šie cilvēki tur vadītu valsti, lai pieņemtu likumus, lai ko tad, visi caurkritušie ir dabūjuši siltas vietas. Ja. Ēlerti tātad ir padomniece, premjeram bija kultūras ministra. Крестовский стал руководить аппаратом депутата Европейского парламента от единства Карлиса Шадурскиса. Un es esmu pārliecināts, ka Kristovskis arī dabūs siltu vēl vietiņu Latvijā, jo viņam tajā Francijā tur grūti iet, tur tomēr kaut kādas valodas jāzina un tā. Viņš jau, Kristovskis, es domāju, mums vēl ir priekšā, bet Kukule tātad, Sandra, bīdīja ostās, neiebīdīja, vienalga atrada siltu vietiņu ārlietu ministrijā. Štokenbergs arī neievēlēts caurkritis apsties tagad valdē pasažieru vilcieniem. Вообще в этом бедном предприятии «Пассажиры Вилсенс» я даже почти вначале поверил Домбровскому, что там такие безобразия творятся с этой закупкой, что надо всех выгонять и кардинально менять договора. Но как только тут же в Совет посадили людей, которые имеют негативную, но просто ужасную историю восприятия их, я понял, что даже Домбровский, оказывается, обманывает. Bet galvenais ir tas, ka šīs politizētās valdes, kur nu vēl politizētās padomes, kur nu vēl politizētās valdes, visus pēdējos, 10 gadus jaunam laikam vienotībai ir bijis, viņi ir māluši, cik tas ir slikti un nepieņemam, ka tur partijas liek savējos, ja? Liek savējos bez konkursa, ja? Liek savējos bez skaidriem kritērijiem. Tā. Lūdzu! Bez konkursa, savējos, tikai tāpēc, ka viņš nāk no vienotības, ja, tikai tāpēc, ka cits tur ir saistīts ar zemniekiem. Может быть, страна стоит на таком опасном моменте, просто на краю пропасти, что только своим и можно доверять. Но так получилось, что Домбровский работал бок о бок, плечо к плечу со Штокенбергсом. Вот он верит ему, вот его и посадил в Совет. Jā, vienkārši tās lomas ir mainījušās, ja, jo kādreiz tas ir tas, ko oligarhi, tā, ka viņi bija nosūtījuši kādu tur vadīt kaut kādu padomu, viņi teica, nē, viņš profesionāls un tā, un vispār likums nav pārkāpts, mēs tur ielikām, un tā mēs viņam uzticamies, un tā. Un tad šie paši Zaķis, nerunāsim par visām tur vienotības dāmām brīnišķīgajām, visas tas šausmīgās sašutumā, ja, kā tā var, tas ir tik nepareizi, tas neatbilst labas pārvaldības principiem. Что вы говорите? Не может быть. Не может быть. То есть я aizmirsu to visu? Да. Es gan vēl baigi labi atceros. Нет, я тоже это помню, но мне вот действительно все политики настолько циничны, настолько лицемерные, настолько они, вот это шкурно, вот чтобы те же самые рыла даже посадить в хлебные места. Да, даже не другие какие-то, они бы какого-нибудь Яниса Круминша, никому неизвестного, вытащили бы, и он бы платил бы там членские взносы в казну партии, если это важно. Он был бы на прямой телефонной связи с Домбровским или Ронисом, или кто там самый главный сейчас по переделке этих европейских денег для поездов. Почему нужно того же самого, у которого просто, минус 100% в народном рейтинге? Нет, оказалось, что надо. Jā, es domāju, ka tas ir muļķīgi, katrā ziņā muļķīgi, un es domāju, ka vēlētājs to droši vien pieminēs vienotībai, tad, kad pienāks tāds brīdis. Brīnišķīgs pagājušās nedēļas notikums tur noteikti pamanīja, ir faktiski vesels skandāls ap Rīgas domas bukletu, mums viņš ir, Rīga 2014. Faktiski skandāls liels, pat tika pieprasīts amatpersonu atkāpšanās, atlaist atbildīgo un paskaidrojumu visādi Rīgas mēram tika prasīt. Vai tu apskatījies, kas te ir tik satriecoši skandalos?
Ну, естественно, это то, что вот на той странице написано целью карты, и еще стрелка большая на направление движения указывает. Наверняка же специально вот стрелку даже и такую фотографию поставили. Наверняка же это провокация против латвийского государства. Ну, Там написано, что... ладно. Нет, это сразу стрелка. То есть вот уступи дорогу, сам знаешь кому, оккупантам, и движение туда, то есть смотреть сюда надо. Конечно, это сразу видно. И вот там, это, конечно, долго искать надо, но на госязыке, помимо всех событий праздника песни, написано, что 9 мая происходят манифестации у памятника Победы. Понимаете, вот это вот Рига, европейская культурная столица 2014 года. И вот тут у нас, понимаешь, фактически мы признали, что здесь вот у нас сталинский СССР. Это самая главная претензия министра культуры. Te ir rakstīts, ka Rīgas mentālo kartogrāfiju veido. Nu, un tad uzskaitīts viss tur Jūgenstils, kas tur stacijas laukums, Bolderāja, dziesmu svētki, guļamrajoni, viss kaut kas. Cita starpā pieminēts Lauksaimniecības ministrijas ēkas silojati, 9. maija manifestācijas pie uzvaras pieminekļa. Un šo te, teiksim, dažu vārdu dēļ, tad ir tas skandāls. Kā tu izskaidrot kaut ko tādu? Pirmkārt, tas buklets iznāca 9. gadā. Sen īstenībā vecs, jau vecs kaut kāds, nezinu, no kurienes izvilkts. Ja? Принципа типисks tāds псевдо-нотикумс, ja? Мы же интегрируем, мы, латыши, интегрируем же этих русских в пилотках и косоворотках. Они уже прячутся, понимаешь? Они уже пишут мелкими буквами в таких абзацах, которые, в принципе, никто не читает. Но бдительный министр, если бы вот она-то знает эту, так сказать, оккупантскую ненавистную психологию, и она раскусила. Понимаешь, она вот нашла эту фразу. To jau ne jau ministri atrada, to izcēla žurnālisti, un tad reaģēja ministre, un tā tālāk. Подожди, журналисты находят каждый день сотни и тысячи разных фактов, которые проходят мимо ушей министров. Или они так по-дежурному что-то прокомментируют на камеру и забывают все на следующий день. А тут, понимаешь, это вот магическое слово 9 мая. Я вообще предлагаю исключить из календаря 9 мая, плюс как в анекдоте у Задорнова про 2 9 вагона. Пусть у нас будет 2 8 мая, и потом сразу 10 идет. Но чтобы больше таких политических потрясений не было. Uz to pusiet, man liekas, interesanti tas, ka cik tomēr jābūt lielai kaut kādā Latvijas žurnālistu daļā vēlmei, nezinu, cīnīties pret 9. māju, pret krieviem, pret visu šo, lai šī tomēr ļoti labi uzrakstītajā bukletā, ļoti tiešām inteliģenti, gudri, normāli uztaisītajā, un tajā par Rīgas mentālo kartogrāfiju, kur tas 9. maijs pieminēts, absolūti vietā pieminēts, absolūti adekvāti pieminēts, ja? Lai tomēr šādā bukletā saskatītu kaut kādu milzīgu politisku problēmu. Ja? Tas ir ļoti simptomātiski. Agrāk tā nebūtu bijis. Vēl pirms gada tā nebūtu bijis. Vēl ar 9. gadā, kad iznāca šis buklets, tas nevienam nebija problēma. Ja? Tas pilnīgi adekvāts buklets, pilnīgi adekvāti teksti, ja? Labi uzrakstīti teksti. Šogad tā ir problēma. Ja? Šogad tas kādam liekas kaut kas šausmīgs. Ja? Un es domāju, ka mums ir jāpievērš tam uzmanību un jāmēģina saprast, kāpēc tas tā notiek. Ну вот политики, особенно от национального объединения, они говорили, что таким образом мы легализуем этим буклетом вот это вот сталинское наследие и традицию праздновать 9 мая. То есть они тут, бедные, всеми силами борются с этим, да, чтобы не было ни памятника, чтобы не было никаких манифестаций, и чтобы 9 мая желательно не было вообще. Tas ir kaut kas tāds, es no tevis noslēpos, ja? Да, и вот вдруг, вот, понимаешь, да, как в детском саду мы тоже играли в эту игру. И вдруг, понимаешь, я открыл глаза и увидел, что ты не спрятался. Nu, vai arī, protams, es pieņemu, viena no versijām ir kaut kā mainījusies, vai nu ir sākusies vēlēšana kampaņa. Nu, mums tagad vajag jau tomēr, vēlēšanas nāk, Ušakovs nedod Dievs atkal, teiksim, tur būs Rīgas mērs, ja? Ir kaut kāds pēdējais laiks sākt, katru nedēļu kaut ko pilināt, kāds viņš slikts, kāds viņš bukletus, Rīgas domi. Tas fokus jau bija uz to, ka acīm redzot, ja vienotību vadītu Rīgas domi, tad tādas kļūdas nebūtu. Pieļautas, vai ne? Un tā kā Krievi vada Rīgas domi, tad pat bukletos redz viņi atrod iespēju pieminēt 9. māju kaut kā. Es думаю, tas zemteksts ir tāds. Ja? Абсолютно. Есть еще одно принципиально кардинальное решение проблемы и 9 мая, и памятника. Это предложение Veikos Politisa, известного политолога, политика, представителя партии «Единство», и, по сути, второго человека в Министерстве обороны. Получается так, по иерархии. Он предложил восстановить исторический облик Парка Победы. Хорошая идея, правда?
Nu, sāksim ar to, ka acīm redzot, tas viņa projekts paredz nojaukt esošo pieminekli. Это само разумеется, потому что как можно восстановить старое, не снеся новое. Bet es domāju, ka tas, kas ir pats labākais, tajā Veikals Polītis nav autors. Viņš ir tikai atbalstījis to iniciatīvu portālā Mana balss. Tur, acīm redzot, kaut kādi citi cilvēki izveidojuši. Bet pats labākais tajā ir argumentācija, kāpēc tas ir jādara. Jo tur lūk rakstīts sakojoši. Pašreizējais uzvaras laukums bieži rada nevajadzīgu konfrontāciju un kultivē pretvalstiskas aktivitātes. Laukums kultivē aktivitātes. Laukums rada nevajadzīgu konfrontāciju. Novāksim laukumu, nebūs nevajadzīgas konfrontācijas. Novāksim laukumu, nebūs vairs nebūs kas kultivē pretvalstiskas aktivitātes. Tas ir stulbums. Tas ir vienkārši kaut kāds atkal tāds klīnisks idiotisms. Ja? Вот интересно, чтобы господин Сполитис... Parlamentārais sekretārs aizsardzības ministrijas zem tā parakstās, ja? Ka laukums, lūk, mēs runāsim par integrāciju, par iekļaujošu sabiedrību un tā tālāk. Ja? Viņi uzskata, ka viņi nojauks pieminekli, ja? Un tie 150,000 cilvēki, kuri tur mēdz savākties, vai 200,000 kā kuru gadu, ja? Viņi brauks garām, nav vairs kur savākties. Nē, labi. А что будет, что скажет господин Сполитис, если эти 200 тысяч придут к памятнику Свободы 9 мая? С такими же гармошками, песнями, с такими же, что это, памятник Свободы тоже надо будет снести? Надо снести вообще все места, все памятники, где 9 мая кто-либо что-либо отмечает. Man ir priekšlikums šī sakarā, ko mēs varētu darīt nākošajā reizē. Redzi, Izglītības ministrija ir izstrādājusi rīcības plānu sabiedrības saliedēšanu, sekmēšanu izglītības nozarē līdz 14 gadam. Ļoti interesants, visumā normāls, saprātīgs dokuments. Un viens no rīcības virzieniem, ko viņi ir iezīmējuši, ir sabiedriskās attiecības, proti, izmantojot plašsaziņas līdzekļu iespējas, tas, piemēram, mūsu iespējas izmantojot, uzticēšanās veicinošu darbību popularizēt kā prestižu un uzticēšanos graujošu darbību kā nosodāmu reputāciju bojājošu. Un tā uzticēšanās te tiek kaut kā aizstāja vārdu integrācija vai kaut ko tādu. Ir runa par uzticēšanos starp kopienām un grupām un cilvēkiem. Un tā. Rezultātā, es domāju, mēs varētu atsaukties valstiskam aicinājumam, iet spērt soli pretī izglītības ministrijai un valdībai. Un tiešām, kā plašsaziņu līdzeklis, mēs varētu kaut ko darīt, lai veicinātu, tātad popularizētu integrējošu darbību. Un mēs varētu izveidot tādu goda dēli. О, доска почету. Прекрасная идея. Как в старые добрые времена. Jā, mēs varētu, un attiecīgi otrādi, mēs varētu likt tos, kas grauj to Доска позора, да, где пьяницы висели все раньше. Pagājušā raidījumā mēs būtu varējuši Latkovski, viņa šitos čekistiskos slēgs, viņš ballīti uzlikt, un Veidemani, kura visus Krievus pa ciemiņiem nosaucīja. Un tagad mēs varētu Veikals Polītis, domāju, ja mums būtu tāds dēls, mēs uztaisīsim. Ja? Обязательно. Надо заказать. Mēs varētu Veikals Polīti tur uzlikt, ja? Jo Veikals Polītis uzskata, ka vajag nojaukt. Tātad viņš faktiski valdības loceklis ir. Ka vajadzētu nojaukt uzvaras laukumu, uzvaras to pieminekli, jo pats piemineklis kultivē pretvalstiskas активитātes. А вот слушай, в данном случае да. У меня вот такой вот вопрос, что бы было просто, чтобы было, если бы тоже политик, тоже представитель политической силы и занимающий должности, предположим, мэр Риги Нил Ушаков, сказал, что нам нужно восстановить исторический облик Бастионной горки и нынешней площади, где стоит памятник Свободы. Исторически раньше там стоял памятник Петру Первому. Это великий государственный деятель и политик, российский император. Там Первая мировая война, да, но в 14 году его, так сказать, он перестал стоять, но до этого он стоял, царь-батюшка его открывал. Нужно поставить прямо аккуратно на место памятника Свободы, памятник Петру Первому, и таким образом восстановить историческую справедливость и способствовать доверию в обществе. Как ты думаешь, какая была бы реакция вообще в латвийских средствах массовой информации? Andrej, kādam Pēterim pirmajam, kas tie atkal par kaut kādiem
tev ik pa brīdim ir vēlme kaut kādu provokatīvu muldēšanu uzsākt. Ja? Подожди. Mēs nevaram nekādā... Un tas nav saistīts ar šo tēmu. А вы, Косполитис, не провокатор со сносом памятника Победы? Bet kāpēc tev tādam jābūt? Nu, tas Skaidrs, to ka же mums самое. ir... Nē, tas nav tas pats. Skaidrs, ka mums ir stulbi politiķi. Ja? Skaidrs, ka mums ir cilvēki, kurus mēs liksim uz integrācijas goda dēļ, ja? Kuri, teiksim, nu, acīm redzam kaitē, nu, teiksim, tām tautu attiecībām un kaut kādām nacionālām. Kāpēc tev šeit tas ir vajadzīgs? Kādam Pēterim I? Kādā Basteikalnā? Я просто Tu taču привел pats пример saproti, ka tas ir абсолютно murgājs. симметричный. Nē, nu tas nav nekādā veidā simetrisks piemērs, tāpēc, ka jaukt nost pieminekļus tur simetriski to būtu salīdzināt, es nezinu, tur ar grāmatu dedzināšanu vai ar kaut ko tādu. Būvēt, atjaunot kaut kādus vecus ideoloģiskus pieminekļus, tagad, ja tu piedāvāt Ļeņina pieminekli, atjaunot pie ministru kabineta vai Pētera I Basteikalna, tas kaut kas pilnīgi cits, ja? Tu jau labi zini un saproti to sakot, ka tas nav reāli, tas nekad nenotiks. Tā. Tu it kā speciāli tikai provocē ar kaut kādām tādām muļķībām, šī gadījumā mani vai mūsu skatītājs, kas, manuprāt, nav vajadzīgs, ja? Kas ir nevietā. А Элерте, а Сполитис, а имя Друветы, а Элерт ir vēl Чепаны. pavisam cits gadījums. Элерт ir vēl Они не pavisam... провоцируют? Или они не понимают? Хорошо. Starp citu, pa Элерту īpaši... С меня спрос 3 копейки. У меня профессия задавать вопросы. Nē, nav tā. Их Nav слушать, tā, как ka no человек tevis морщится. sprost 3 kopēki. Es nezinu, kā to latviešu iztulko, bet tā arī nav taisnība. Ja? Tāpēc, ka tu esi žurnālists, tu katru dienu sēdi televīzijā, tev ir milzīga auditorija, cilvēki klausās, skatās, un pat ja viņi negrib, pat ja viņi domā, ka tu esi, teiksim, provokatīvs maitas gabals, ja? Un tādā, viņi vienalga dzird to, tas viss kaut kur paliek. Ja? Citi to kaut kā atkārto uzņem. Tādā. Tu piesārņo to gaisu. Tas nav pareizi, tā nevajag darīt. Ja? Я понимаю. Пришел Мамыкин, испортил воздух. Jā. Переходим куда? На рекламу. Реклама. И потом вернемся, потому что у нас в этой студии будет гость. Jā, augsti mācīts. Наш гость сегодня – это профессор Рижского университета имени Паула Страдани Сергей Крук. Добрый вечер. Здравствуйте. Господин Крук, скажите, вот вы докторант Сорбонны. Вы долго учились в Соединенных Штатах Америки и написали потом огромное количество научных трудов на английском, французском языке и огромное количество на латышском языке. Научных трудов, я имею в виду. Скажите, паспорт с обложкой какого цвета лежит в вашем кармане? Фиолетовый. То есть не гражданин? Да. Но если вы годами читаете лекции на латышском, владеете всеми стилями латышского языка, если вы спокойно и свободно себя чувствуете в латышском информационном пространстве, почему вы не натурализовались? Ну, вопрос на засыпку. Почему вы начинаете с этого момента процесс натурализации? Не чуть раньше, у меня есть и другие еще достоинства. Какие? Ну, например, активное участие на баррикадах и в дни путча. Вы были за идею независимой Латвии Ну, конечно. и получили паспорт не гражданина потом, от Ну, страны, потом еще за очень которую долго, вы очень готовы долго были даже отдать этот свою жизнь. паспорт я еще ждал сколько? Лет 7, наверное. Лет 7 я еще жил с советским паспортом. Nu, un tomēr, kāpēc jūs neesat naturalizējis? А почему мне нужно натурализоваться? Потому что вот этот вопрос, к первому вопросу о том, что такое интеграция, это то, что правила постоянно меняются. Конец 80-х годов за нашу и вашу свободу. Потом, нет, вы знаете, вот латышский язык. Вот латышский язык. И, знаете, нет, вот еще там слоговой тон не тот, еще нужно подучить. И пока я дохожу до этого момента, до департамента натурализации, правила уже успели измениться, и ну что ж, я буду за ними бегать. Labi, nu, То есть вы хотите сказать, профессор Крук, не интегрированный русский с точки зрения штатных латвийских Нет, но с интеграторов? точки зрения мадам Элерта, где критерием интеграции является включенность в культурное пространство, и одним из определений культурного пространства является ощущение латышского цвета, то я люблю яркие синие, такие ядреные, красные галстуки. А латышский цвет это какой?
А вот я не знаю, вот она там Bet, написала, profesor, не tā эксплицировала. tomēr nav nopietna atbilde. Nu, kad tie noteikumi tik ātri mainās, ka jūs nepaspējat. Ja jūs gribētu, jūs, protams, esat ļoti gudrs, izglītots, intelektuāls cilvēks. Jūs, protams, varētu arī pa trepēm kāpjot uz naturalizācijas pārvaldi apgūt visus noteikumus, ko vajag. Ja jūs gribētu. Tā droši vien ir kaut kāda tomēr, nu, es nezinu, ideoloģiska pozīcija vai Нет, а какой principiāla. критерий? Какой критерий? Nu, ja taču zināms, naturalizācijas kritērija jau ir zināma. Ну, я их знал в 89-м, 90-м году, 91-м. Tas ir, ja es jums tagad pēc raidījuma uz mājām aizsūtīšu tos kritērijus, kas vajadzīgi, lai naturalizētos, tad tas jautājums atrisināsies. Tad jūs esat rītdien un Но naturalizēsiet. тогда это является уже каким-то извращением принципов натурализации, потому что если не считается за достойным поведением, вот конкретное поведение, а соответствие каким-то критериям, которые выдумала госпожа Эллерт, то это дискредитирует саму идею интеграции. Потому что... Господин Круг, я, в отличие от коллеги Лепникса, другую схему вам сейчас предложу. Давайте, Придет может, человек сработает, X, да. самый главный из государственного управления, там, самый главный по стране, директор Латвии, и скажет: мы были неправы, господин Круг. Мы помним, как вы боролись за независимость журналистам на Радио Свобода, делали репортажи. Мы помним вас на баррикадах. Мы вас очень ценим. Вот вам латвийское гражданство. Возьмите его, пожалуйста. Вы примете этот подарок? Или скажете, что... Ах, это у меня- подарок еще к тому? Ну, не подарок, а вот, ну, знаете, вот, я ну- еще и обязан чем-то. Ну, примете? Ну, вы гипотетически говорите, никто ж не придет и не принесет. Хорошо. Будет выигран референдум о нулевом варианте для неграждан сейчас. Предположим, как один из сценариев. И вы, ну там, не знаю, только заявление нужно будет написать. Или, например, писать заявление, чтобы отказаться от гражданства, но автоматически оно к вам придет само. Примите латвийское гражданство? Не, ну в любом же случае это сравнимо с обменом паспорта, так что срок моего паспорта истекает в следующем году, так что я готов обсудить ваш вариант. Bet tajā, ko jūs sakat, izklausās tāda aizvainotība. Nu, it kā būtu, nu labi, nu, Ēlerti tur kaut ko pateica. Es arī nepiekrītu daudz kam, ko viņi pateica, bet, nu, Dievs ar Ēlerti, nu, tādā ziņā tas jau varētu domāt, ka Latvija vai Latvijas valsts, nu, pirmkārt nav Ēlerte, ja, un otrkārt, nu, tas, ka te ir dažādi stulbi politiķi, kuri runā stulbības, ja, nu, patiesībā tā jau ir katrā valstī, ja. Tas jau nav nekas tāds īpašs, ja. Varētu tā naturalizācija un pilsonība jau it kā prasa, nu, kaut kādu, nu, tādu iejušanos vai piederības sajūtu, nu, šai te vietai, šai te valstī ar visiem viņas stulbajiem politiķiem, ja. Man jau viņi arī nepatīk, ja, bet, nu, es kaut kā saredzu tādā valstī kaut ko vairāk nekā tikai vienu vai otru stulbu politiķi, ja. Un jūs, acīm redzot, nē, vai kā? Vai tā ir kaut kāda protesta forma, tāda aktīva, nu, tāds, ну, tāda politiska pozīcija ar mērķi kaut ko panākt vai kaut ko pateikt. Нет, ну вы ответили уже на свой вопрос. На ежедневном уровне, да, вот от латышей мы слышим вот такие же фразы, но на политическом уровне, ну вы же голосуете, вы же выбираете их. Почему вы не можете повлиять на этот дискурс? Почему после встречи с вами я включаю телевизор и латышскую какую-нибудь новостную программу и тут же пытаюсь ее выключить? То есть почему существует заставляете себя слушать это пространство по ощущению? Ну, оно не мне ваше? это... Я обязан Латышское это делать, информационное. да. И проблема-то существует в этом, что мы хорошо сосуществуем, живем в своей каждодневной интеракции, в своих каждодневных жизнях, но вот публичный дискурс, публичная жизнь, она совсем другая. Vai pie tā ir vainīgi tikai latviešu politiķi, jeb krievu politiķi arī? Nu, tie krievi, es думаю, ну, tur Saskaņas центrs un Lindermans un Ždanoka. Нет, но мы теперь пытаемся вот найти где-то точку, с которой это все начинается. Линдерман ведь тоже был там же, где и я. В Народном В фронте на свое баррикадах? время, да. И даже, в отличие от меня, значок-то получил баррикадник. У меня и этого нет. И, то есть что-то происходило постепенно, начиная с этого знаменитого числа-то, какое, 25 октября 1991 года. И День принятия закона о в негражданах. газете «СМ», моя бывшая сокурсница писала это интервью, в заголовок было вынесено: «Вы не граждане второго сорта, вы никто». То есть это постепенно происходило, и причем происходит без объяснения причин. И сейчас мы узнаем, скажем, Пантелеев говорил, да, тогда мы на самом деле говорили неправду, что вот за нашу и вашу свободу. Мы уже тогда знали, что мы против вашей свободы. То есть, опять-таки, принципиально же тоже нужно подходить к делам.
Если вы тогда лгали, то почему мы должны верить вам сейчас? Почему вот я должен верить господину Лепниексу, его словам о том, что да, вот надо, и все политики такие сволочи. Protams, ka jums tas nav jādara. Меня уже Пантелеев научил, что нельзя этому верить. Bet tajā, ko jūs sakat, ir tāda saprotams aizvainojums un tā, bet varbūt mēs varam paraudzīties uz nākotni un kaut kā vienā brīdī teikt, labi, bija tā kā bija, mēģinām tagad dzīvot kaut kā labāk. Varbūt padaram šo par to atskaites punktu. Kaut kādu, neskatoties tajā pagātnē, окей, мы можем делать это и без, не поднимая вопросы о гражданстве, и сотрудничать в других сферах, и потом это выкристаллизуется. То есть опять-таки ставится во главу угла теперь вопрос гражданства, то есть, как нам говорят политики, вы не лояльны, потому что вы не хотите натурализоваться. Как только мы натурализуемся и голосуем, естественно, за центр согласия, вы не лояльны, потому что вы не за тех проголосовали. А как только центр согласия вербализует слово «оккупация», он не лоялен, потому что плохо сказал, не допокаялся. Ну и потом все требуют у Мамыкина отобрать это гражданство. Labi, profesor, Случалось. Ejot sarunai uz beigām, vai nav iespējams nekādu izdabūt no jums kaut kādu optimistisku vai programmatorisku kaut kādu vīziju vai skatījumu? Varbūt ir kaut kā mēs varam izkustēties. Kas būtu jūsu padoms? Ko jūs aicinātu? Нет, боже упаси, я не даю советов. Единственный совет — это обратить внимание на реальную жизнь. Опять же, я возвращаюсь к этим эмпирическим социологическим исследованиям. Недавно было эстонцами проведено исследование. Они измеряли дистанцию этническую, культурную в Прибалтике. Оказалось, что между латышами и латвийскими русскими самая маленькая дистанция. То есть психологи социальные констатируют, что здесь может возникнуть даже какая-то новая идентичность. При том, что самая большая дистанция между поляками, литовскими и литовцами. То есть здесь не все так плохо, как малюют политики. И ведь мы видим, что после референдума происходит. Та истерия, которая была поднята перед референдумом, что-то вдруг в песок ушла, уже никаких разговоров нет, никаких. Родина, оказывается, не в опасности. Спасибо вам большое, господин профессор, за то, что вы этим вечером были с нами. Это был профессор Рижского университета имени Павла Страдания Сергей Крук. А мы прощаемся, встретимся ровно через 1 неделю, сразу после программы «Воскресное время». Vislabāk. Спасибо, что пригласили.